Для этих ребят служба в армии – святой долг. 23 добровольца отправляются из сборного пункта в войска вооруженных сил страны. На их лицах уверенность. Расул Дасхоев делится, в его семье не принято уклоняться от армии. Отслужили все родные и друзья. Молодой человек уверен, армия меняет взгляд на жизнь, формирует чувство ответственности. Я служить тебе забочу, служить тебе. В составе группы призывников этой осенью служить в Курск едет и Тимур Картоев. Молодой человек намерен в дальнейшем связать свою жизнь с военным делом. Военный билет военный билет ходу по контракту игру бог мотик не слоян договор служборсик и не тоже пока договор сега. Как твои родные отнеслись? Да, нормально отнеслись. Отец адил бог утра, адил бог он с пенсии вахау. Что интересуется, хочет развивать хамдар за отец. Призывники в полной боевой готовности. Рядом собранная в дорогу сумка со всем необходимым. Средства гигиены и сухпайок. С команды «Равнясь смирно» призывникам зачитывают приказ военного комиссара Ингушетии. За оградительной линией за всем процессом наблюдают родственники призывников. Поздравляют, им же напоминают о важности соблюдения ингушского этикета на местах несения службы. Вы поняли, какая ответственность стоит на вас? Вы представляете нашу республику, вы представлять будете Россию, вы представлять будете тейп, фамилию, поэтому ответственность большая лежит. Хотел бы, чтобы вот через год вы придете, чтобы были воинские звания у вас, чтобы были должности. Отправляются призывники в город Курск, где будут нести службу в воинской части 45-119 в военно-воздушных силах. С целью ознакомиться с условиями пребывания в части неделю назад там побывала председатель комитета по защите прав военнослужащих Ингушетии. Часто выезжаю по воинским частям, где служат наши, где проходят наши ребята службу. Сказать правду, служат хорошо, достойно. Нормальный у них и питание. Сейчас тоже мы номерами обменялись с ребятами. Они меня знают уже сколько лет, 28 лет уже по своей работе работаю. И в Нижнем Новгороде служат наши ребята. Вот прибыла тоже хорошо служат. Даже почетные грамоты вручили родителям. Ну, наши мальчишки, солдаты уходят подготовленными. И большинство родителей получают благодарственные письма с хорошим воспитанием. То, что призывники будут нести службу в хороших условиях, рассказали и представители воинской части. По их словам, у них есть отличная возможность заслужить воинское звание и там же остаться по контракту. На сегодняшний день условия, я считаю, прекрасные для прохождения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Часть очень хорошая, родителям беспокоиться не стоит, кормят вкусно. Я думаю, никаких проблем не будет. Ребята отобрали хороших. Там будут они отбираться по способностям. У кого категории водительских прав есть определенные. Возможно, они будут обслуживать авиационную технику на различных средствах. Кто будет выполнять свои функциональные обязанности в рядах других подразделений. Ну, там еще будет производиться отбор и распределение. Первая отправка новобранцев в рамках осеннего призыва проходит максимально безопасно. Маски, обработка рук и специальные экспресс-тесты, чтобы снизить риск заражения до минимума. Вот первую отправку мы ее сделали торжественно. Это чтобы ребята запомнили, это чтобы родители отдохнули, чтобы они увидели, насколько мы, и военный комиссариат, и руководство республики относятся к этому очень трепетно. Поэтому здесь много было представителей из парламента, и общественных организаций, и из правительства. Поэтому видите, как празднично это проходит. Я надеюсь, что глядя на вот такие отправки, в разы, конечно, ребята будут идти в армию. Проводили достойно, со всеми почестями наших ребят в торжественной обстановке и звезды эстрады. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.